С 1 января этого года отделением Социального фонда России по Чувашии назначено единое пособие родителям около 30 тысяч детей. На эти цели направлено 250 миллионов рублей. Также пособие получили более 1000 беременных женщин. Напомню, новое пособие появилось в России с нынешнего января. Оно заменило 5 уже действовавших мер социальной поддержки семей с детьми и беременных женщин. Ранее для каждого вида требовалось подать отдельное заявление. Сейчас достаточно одного, в котором можно указать всех детей до 17 лет и маму, если она встала на учет по беременности. Возможность подачи заявления у жителей Чувашии появилась еще 28 декабря через портал госуслуг. А с 3 января Социальный фонд уже начал рассматривать первые заявления. Если говорить про выплату и про сроки, срок, предусмотренный правилами, органы СФР должны рассмотреть заявление в течение 10 рабочих дней и после принятия решения в течение 5 дней осуществить выплату. Соответственно, все заявления, которые поступят в настоящее время, все рассмотрены в 10-дневный срок. Напомню, новое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. При этом оцениваются доходы и имущество семьи, а также занятость родителей. Размер выплаты составляет 50, 75 или 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения, если пособие назначается беременным женщинам. И от прожиточного минимума на ребенка, если назначается детская выплата. С января Социальному фонду России также переданы ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. На сегодня порядка 1000 заявлений поступило в отделение СФР по Чувашии по данной услуге. Выплату мы первую осуществили досрочно, если говорить про тех лиц, которые уже ранее начали получать. Это мы выплату осуществили 18 января. До следующего месяца, за февраль, получатели увидят свои средства 3 марта. На сегодняшний день пособие выплачено на 9 тысяч детей. На это выделено 109 миллионов рублей. Родителям детей, появившихся на свет до 31 декабря 2022 года, оставили выбор – получать единое пособие или выплаты по старой схеме. При этом на единое пособие перейти можно в любой момент. На детей, родившихся в этом году, оформляется только единое пособие, отмечают в соцфонде.